В нашей программе удалось выяснить, кто стоит за финансированием якобы независимых СМИ Абхазии. Во время массовых беспорядков в республике журналисты оппозиционных изданий активно продвигали грузинские интересы и пытались посеять в жителях сомнения о том, что Абхазия может быть суверенным государством. Оказалось, все это время авторы руководствовались не своими убеждениями, а волей иностранных агентств и старательно отрабатывали зарубежные гранты, в основе которых заложена антироссийская риторика. Кто спонсировал продажных журналистов и их руками пытался провоцировать волны протестов в республике, расскажет Евгений Наприенко. Они называют себя независимыми журналистами, но подразумевают под этим понятием вполне конкретную позицию. Не зависят только от того, что думает большинство населения Абхазии. Для руководителя информагентства Айшара Нисвы Аржба и главного редактора нужной газеты Изиды Чания, судя по всему, наступают трудные времена. Они открыто поддерживали беспорядки, которые привели к отставке президента, новым выборам. А после того, как голосование определило победителя, Чания снова выступила против народного мнения. Проиграла идея независимой Абхазии, и вы это еще увидите, но не суть. Я лично не буду признавать президента, поставленного извне, а вы как хотите. Громкие высказывания, которые не имеют ничего общего с реальностью, уже стали визитной карточкой Изиды Чания. А недавно стало известно, чьи интересы продвигает руководитель независимого в кавычках СМИ. По нашим данным, главный редактор регулярно получала гранты от печально известного американского агентства USAID. Сумма составила почти $100 тысяч, и на эти деньги Чания должна была активно вести телеграм-канал. Целью должно было стать продвижение в республике грузинских интересов. Основные тезисы она сама озвучила в Стамбуле, где встречалась с заказчиками, как представитель проекта «Эхо Кавказа». Он был создан под эгидой американского «Радио Свобода», запрещенного в нашей стране. Страна не готова к признанию, потому что все признание заканчивается у нас раздачами территории, земли, подписанием каких-то невнятных соглашений, совершенно невыгодных и не полезных нам, как стране. Чания открыто говорит, что в отличие от большинства жителей страны не желает видеть Абхазию независимой. Ее не устраивает тот факт, что Россия признала это положение и активно инвестирует в республику. При этом в соцсетях в качестве места проживания указывает Москву и имеет российское гражданство. Похожая ситуация у ее соотечественницы и коллеги по цеху Нисвы Аржба. Главный руководитель информагентства открыто поддержала массовые беспорядки в стране. 15 ноября мы выбирали между выгодой, которая закончится вместе с интересом инвестора, и свободой, которая навсегда обеспечит наших детей правом жить и зарабатывать на своей земле, гордиться своей родиной. Мы выбрали свободу. В своих роликах она активно критикует решение республиканских властей передать некоторые участки российским инвесторам. Почему я рассказываю вам об этом? Да все просто. Пример пансионата Шицквара как нельзя лучше демонстрирует дальнейшую судьбу объектов, которые Абхазия дарит или продает за копейки России. Аржба активно продвигает то же самое скандальное агентство USAID. В видеозаписях, изготовленных сотрудниками ее СМИ, акцентирует внимание на логотипе организации. Вот только народ Абхазии понимает, чьи интересы защищают такие журналисты. К чему приводит вообще вот этот вот сепаратизм, лучше всего демонстрирует Украина, которая, пытаясь стать антироссией, в общем-то, саморазрушается и уничтожает собственную государственность. Американское агентство USAID, которое раньше так щедро выделяло деньги на антироссийские проекты, сейчас активно сокращает финансирование. Когда гранты перестанут поступать в карманы журналисток, наконец станет понятно, насколько они на самом деле были независимыми. Евгений Наприенко, Юлия Скалова. Экстренный вызов.